Добрый день, уважаемые студенты, добрый день, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней лекции – дегидроэпиандростерон, гормон молодости. Наш организм – это сложная система, в которой все процессы взаимосвязаны и отлажены природой. Малейший сбой в работе отражается на функционировании всей системы, в том числе и на нашей внешности. Изначальные данные, такие как цвет волос, тип телосложения, они заложены природой в ДНК-коде и не меняются в течение жизни. А на то, насколько упругой выглядит наша кожа и стройное тело, зависит от уровня гормона. Сегодня мы с вами поговорим об одном таком гормоне, который называется дегидроэпиандростерон. Дегидроэпиандростерон, или мы будем его называть ДГА, короткое название, это полуфункциональный стероидный гормон. Он оказывает действие на андрогеновые рецепторы. Его международное некоммерческое название простерон. Синтез ДГА в организме он происходит с участием 17-альфа-гидроксилазы. Химическая формула ДГА С19H28O2. ДГА является гормоном с андрогенной активностью. ДГА отвечает за развитие вторичных половых признаков, поддержание половой функции, а также обладает анаболитическим действием. 90% гормона образуется в коре надпочечников, и только 10% синтезируется у мужчин в семенниках и у женщин в яичниках. Впервые ДГА был выделен в 1934 году из мочи человека, и только через 10 лет, в 1944 году, его изолировали из мочи, его сульфатную форму, которая называется ДГА-сульфат. И уже через 10 лет свободная форма стероида после процедуры сальволиза она была выделена из крови человека. И тем самым доказали, что ДГА, сульфат, секретируется надпочечниками и определили его высокую концентрацию. До 1990-х годов ДГА рассматривали в качестве предшественника в системе синтеза тестостерона и андростендиона у мужчин, и эстрогенов, эстрадиола и эстрона у женщин. После его синтеза и слабого анаболитического действия интерес к нему был утрачен. И долгое время он оставался неразгаданным гормоном. И только после процедуры и появления технологий гормонального иммуноанализа, радиоиммунологических, иммуноферментных методов, такие открытия они принципиально открыли новые возможности для изучения низкомолекулярных гормонов, а также эндогенных стероидов, ну и пептидных различных гликопротеиновых гормонов, ну и других гормонов нашей системы. Накопление такой информации по поводу дегидроэпиандростерона, оно возродило интерес вновь к этому гормону, и возможности изучения его как биохимических, так и физиологических показателей, они были ограничены лишь на обезьянах низших обезьян Старого Света и частично, конечно, на человекообразных обезьянах. Но, несмотря на большое количество публикаций, если в последние 10 лет это количество публикаций было где-то 8 тысяч, то уже на сегодняшний день более 30 тысяч. Но, несмотря на это, биологическая роль и специфический механизм действия дегидроэпиандростерона остаются до сих пор невыясненными. ДГА и ДГА-сульфат синтезируются сетчатой корой надпочечников. Из всех стероидов ДГА-сульфат он циркулирует в крови в самой наибольшей концентрации. Была открыта очень важная биологическая закономерность данного гормона. Первое это что? Это то, что в надпочечниках дегидроэпиандростерон образуется только у приматов. У мышей он также синтезируется, но только в головном мозге. Поэтому его отнесли к нейростероидам. Вторым важным моментом было то, что ДГА коррелирует у человека и зависит от возраста. Пик его образования приходится на возраст от 20 до 35 лет. Затем происходит его снижение с возраста от 50 до 60 лет. Концентрация его падает. И в период с 50 до 90 лет также происходит уменьшение. Уменьшение продукции гормона, оно связано с возрастом, с развитием различных патологий, такие патологии, как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, это атеросклероз,
рак может быть, также снижение активности иммунной системы. С момента открытия дегидроэпиандростерона, как мы уже говорили выше, в 30-х годах, вплоть до 90-х годов, его рассматривали в качестве слабого надпочечникового андрогена, но долгое время считалось, что ДГА у мужчин он выполняет лишь исключительную функцию прогормона, поэтому ему дали название «мать всех гормонов». На данной схеме вы можете посмотреть схему стероидогенеза, что сперва образуется холестерол, потом прогенеролон, 17-OH прогенеролон и только потом ДГА. Современные исследования показали, что по концентрации в периферической крови, как вы видите на данном слайде, ДГА-сульфат, он в периферической крови находится в наибольшей концентрации. Второй по величине у нас кортизол, гормон стресса, и затем уже идет дегидроэпиандростерон. Кортизол – это еще один важный гормон, который вырабатывается в клубочковой зоне коры надпочечников и отвечает за реализацию гормональных адаптационных механизмов, которые отвечают за поддержание организма в любой стрессовой ситуации. Здесь вы видите на данном слайде соотношение кортизол-ДГА. По данным исследований, низкий уровень ДГА он ассоциирован с тем, что одной из причин недостаточности стрессоустойчивости, нарастающей с возрастом, является снижение уровня ДГА, кортизол. Это можно проследить у подростков, у пожилых людей, то есть у них развивается депрессия, это может привести к суицидам, ну и различным таким состояниям, которые ассоциированы со стрессом. Ну, также это может быть нарушение памяти, нарушение функции мозга, также это хроническая усталость и болезнь Альцгеймера. На данном рисунке вы можете посмотреть потенциально физиологические реакции ДГА как самостоятельного гормона. То есть что делает гормон ДГА как самостоятельный гормон? Он отвечает за память и обучение, за эмоцию, также он отвечает за строение тела, за сексуальную активность, он является предшественником половых гормонов, также регулятором липидного и углеводного обмена. Несмотря на такое большое количество исследований, до сегодняшнего момента, конечно же, его физиологические дозы, они не нашли никакого отражения в литературе, то есть как они влияют на высшую нервную деятельность вообще приматов. Поэтому было определено провести такое исследование в Сухумском питомнике обезьян, Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. В этом исследовании участвовали лаборатория иммунологии, лаборатория биохимии, лаборатория гематологии, ну и лаборатория физиологии и патологии высшей нервной деятельности. Целью работы явилось изучение влияния заместительной терапии ДГА на высшую нервную деятельность обезьян различных возрастных групп. Ну, здесь мы обследовали обезьян макак резусов. Здесь у нас было 4 возрастные группы. Общее количество обезьян было 21. 4 группы – это 4,5 до 5,5 лет обезьяны, 13-14-летние, 15-17-летние и обезьяны, достигшие предела своего биологического возраста. На данном слайде вы можете посмотреть показатели состояния оперативной, или как по-другому называют кратковременной памяти, до введения ДГА. На графиках вы можете посмотреть, что до введения ДГА уровень выполнения у них был, например, у первой обезьяны был 68%, но после введения ДГА, через месяц после введения, то эти параметры увеличились. То же самое можно посмотреть на втором рисунке, что до введения ДГА уровень выполнения был на минимальном уровне, как при 5, так и при 10-секундных отстрочках. И уже после месяца введения уровень выполнения был на 100% уровне. Также мы рассматривали показатели условно-двигательного пищевого рефлекса до и после введения ДГА и в различные сроки после прекращения введения ДГА. На данном слайде вы можете посмотреть, что до введения ДГА уровень выполнения условно-двигательного пищевого рефлекса на тормозный сигнал. Тормозный сигнал – это у нас
400 Гц, у них был на уровне почти 62%, а уровень выполнения положительного сигнала был на уровне 100%. И такой же оставался на протяжении всего месяца отдыха. Что хотелось бы отметить, что после введения ДГА такие показатели не сохранились почти на протяжении 4 лет. Показатели состояния оперативной памяти до и после введения ДГА уже обезьянам 13-14 лет. Здесь тоже были хорошие показатели, которые сохранились и после 3,5 лет, как и у всех 6 обезьян. Если говорить про условно-двигательный пищевой рефлекс, то до введения и после введения также эти обезьяны демонстрировали хорошие показатели. Это говорит о том, что уровень плазменного ДГА у них был на хорошем уровне. Выводы. Какие же выводы мы можем сделать из нашего исследования? Мы пришли к такому выводу, что нейропротекторный эффект ДГА зависит как от возраста обезьян, так и от длительности введения. Для обезьян всех возрастных групп закономерно является устойчивость протекторного эффекта положительного продолжительного времени до 3 лет после введения ДГА. А также инъекции ДГА старым животным, они в физиологических дозах, это 1 мг на килограмм веса животного, давали самые хорошие результаты. Такое же мы можем ответить, такое же улучшение параметров у 13-14-летних обезьян, а вот у еще 2 групп, которые мы вводили, это были 15- и 17-летние обезьяны, уровень выполнения у них срывался. Это говорило о том, что уровень плазменного ДГА у них в организме находится в высокой концентрации. А то, что мы вводили ДГА обезьянам 4,5-5,5-летних, то есть введение ДГА не способствовало улучшению данных параметров. Были проведены также исследования по литературным данным, по которым мы рассматривали по изучению динамики содержания надпочечниковых андрогенов, андростендиона и дегидротиандростерона у мужчин различных возрастных групп, включая и долгожителей. По классификации ВОЗ это люди, достигшие свыше 90 лет и старше. В исследуемую когорту вошли только клинически здоровые мужчины. И по этому исследованию можно сказать, что содержание ДГА у обследованных мужчин оно снижалось. Если в возрасте 20 до 35 лет оно будет 17 наномоль на литр, то у мужчин, уже у долгожителей, только 4 наномоль на литр. И это говорит о том, что результаты зависят от содержания ДГА, от возраста мужчин. Вот здесь на данном рисунке вы можете посмотреть содержание гормонов у мужчин различных возрастных групп, включая долгожителей. На первом рисунке вы видите кортизол, который остается на протяжении всей жизни почти на одинаковом уровне. О чем это говорит? Это говорит о том, что возрастное снижение андрогенов предшественников как бы отражает тенденцию к общему угасанию функциональной активности всех надпочечниковых желез, кроме кортизола. Прегненолон также уменьшается, прогестерон также уменьшается, ну и дегидротиандростерон, пик его концентрации приходится на возраст от 20 до 35 лет, здесь также было подтверждено, и уже к 90 годам его концентрация уменьшается. Что же можно сказать еще о ДГА? Мы можем сказать, что ДГА – это главный антистрессовый гормон, ДГА улучшает более 140 метаболических функций, также он улучшает работу мозга, борется с депрессией. То есть, если уровень ДГА в центральной нервной системе находится на значительном уровне, это помогает чувствовать человеку себя более счастливым и противостоять стрессовым ситуациям. А также, если вы занимаетесь спортом активно, да, ДГА помогает нарастить мышцы, силу. Также он борется с атеросклерозом, увеличивает минеральную плотность костей, и вы меньше подвержены риску заболевания. Что же делает еще ДГА?
Также он уменьшает жир. Ну, вы все знаете, что с возрастом люди часто набирают вес, потому что их метаболизм замедляется. И здесь в чем же заключается преимущество ДГА, что он ускоряет метаболизм в организме, и тем самым обмен веществ становится быстрее, и тем самым происходит сжигание и усвоение калорий. Быстрый метаболизм означает, да, что сжигается больше калорий. Также ДГА действует положительно на снижение артериального давления, улучшение сердечно-сосудистой системы. Также были проведены исследования на животных, которые говорили о том, что ДГА он предотвращает диабет у животных, а у людей такие данные не подтвердились, но они говорят о том, что ДГА играет роль в снижении возрастного повышения инсулина, инсулинорезистентности и уровня сахара в крови. Также ДГА может снизить уровень холестерина, предотвратить образование тромбов, холестериновых бляшек, ну и предотвратить закупорку артерий. Ну, наверное, вы зададитесь вопросом, можно ли ДГА получить естественным путем из продуктов, раз он такой полезный. Ну, пищевых источников ДГА нету, только дикий ямс, он содержит вещество, подобное ДГА, которое используется для производства в лабораториях. Организм естественным образом сам производит ДГА в коре надпочечника, как мы с вами уже говорили. Как вырабатывается все-таки ДГА в организме? Ну, все стероидные гормоны, они вырабатываются из холестерина, это исходный материал. В надпочечниках холестерин превращается в прегненолон, а прегненолон, в свою очередь, превращается в ДГА. Откуда же поступает ДГА в добавках, да, которые употребляют многие спортсмены и люди, достигшие предела своего биологического возраста? Исходным материалом для ДГА является класс растительных гормонов, которые называются стиролами. Они извлекаются из дикого ямса, который производится в коммерческих целях. Наиболее распространенным растительным стиролом является диазгинин, молекулярная структура которого она похожа на ДГА. Диазгинин он превращается в ДГА в лаборатории путем удаления нескольких боковых цепей посредством различных химических реакций. Ну, можно также задаться вопросом, увеличивают ли натуральные добавки или натуральный экстракт ямса уровень ДГА в организме. Нет. Но можно сказать, хотя ДГА можно синтезировать в лаборатории с использованием дикого ямса, но диазгинин дикого ямса в ДГА он не превращается. И утверждение о том, что из дикого ямса можно получить натуральный ДГА, тоже неверны. Ну, подавлят ли добавки ДГА естественную выработку ДГА в организме? Если это в небольшом количестве, конечно, это не повлияет на уровень выработки естественного ДГА в организме. Но если вы, конечно, будете употреблять в большом количестве, конечно, это повредит и приведет к летальным, даже, может быть, последствиям и различным побочным эффектам. Как измерять уровень ДГА в организме? Ну, чтобы оценить уровень ДГА в организме, измеряют уровень ДГА-сульфата, так как он наиболее стабильный. Он образуется в печени при добавлении молекул сульфата СО4. ДГА-сульфат, он выводится почками намного медленнее, поэтому он остается в крови более стабильным в течение всего дня. Как я сказала выше, есть ли побочные эффекты, да, у ДГА? Ну, прежде всего, ДГА – это гормон, его следует использовать только под наблюдением медицинского работника, да, либо это ваш лечащий врач. Нельзя использовать ДГА беременным женщинам, женщинам, кормящим грудью, лицам младше 18 лет. Если вы хотите принимать ДГА, конечно, вам надо проконсультироваться со специалистом, сдать определенные гормоны и уровень ДГА также в организме, и только после этого начать принимать, если вам выпишет ваш врач. Но как же его все-таки сдавать, если вы решили сдать ДГА, то подготовка к исследованию
проходит таким путем, ну, за 2-3 часа перед сдачей крови, ну, можно пить чистую негазированную воду, но нужно прекратить прием стероидных препаратов либо тиреотропных гормонов за 48 часов до сдачи анализа. Также нужно исключить эмоциональное и психическое какое-то перенапряжение за 24 часа до сдачи анализа. Ну, берется венозная кровь, конечно же. Срок выполнения, ну, максимум это 1 день. Вот здесь вы на рисунке можете посмотреть референсные значения, как мы говорили. Да, самый пик концентрации приходится на возраст от 25 до 35 лет, и здесь также они отражаются. Если вы сдали ДГА, и у вас уровень ДГА в организме, ДГА-сульфата повышен, это может свидетельствовать об опухоли коры надпочечников, о каких-то заболеваниях, но он не является таким диагностическим признаком какого-либо заболевания. Поэтому нужно проконсультироваться со специалистами и пройти дальнейшее обследование. Низкий уровень гормона ДГА в организме говорит о плохой производительности данного гормона в организме человека. Но на сегодняшний день известно, что ДГА и его сульфатная форма являются андрогенами, синтезируемыми корой надпочечников, в половых железах и в центральной нервной системе. В процессе синтеза этих стероидов в надпочечниках они регулируются аденокортикотропным гормоном, хотя о том, что мы говорили, что все эти проведенные исследования свидетельствуют о том, что адренокортикотропный гормон не единственный регулятор продукции дегидроэпиандростерона и дегидроэпиандростерона сульфата. Они имеют следующие особенности. То есть после рождения происходит увеличение биосинтеза ДГА, и он начинает увеличиваться после и достигает своего пика в третьем десятилетии, то есть когда вам уже 30 лет. Таким образом, мы можем сказать о том, что имеется, да, важная и многофункциональная особенность ДГА. Она не вызывает сомнений, однако требует долговременных исследований, чтобы определить, да, окончательное определение значения ДГА в организме человека, а также его оценки, безопасного его использования, поскольку по некоторым эпидемиологическим заместительной терапии ДГА, она может влиять на сердечно-сосудистую систему, на раковые заболевания, ну и на другие важные функции и болезни организма человека. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы. Есть ли какие-то факторы, снижающие ДГА в организме или наоборот повышающие его? Да, спасибо за вопрос. Такие факторы, конечно, имеются. Ну, прежде всего, конечно, это стресс. Это стресс нашего организма, это кофеин, это недостаток сна. А вот факторы, которые повышают, ну, конечно же, это будут обратная реакция, то есть вы должны побольше спать. Некоторые ученые говорят, что от 8 до 9 часов в сутки человеку хватает. Это нужен активный образ жизни до старости. О чем говорит повышенный ДГА у детей? Повышенный ДГА у детей говорит, если такой анализ был сдан и у ребенка, ну, например, у мальчика повышен ДГА, то это говорит о том, что произошло раннее половое созревание. У девочек это может привести к различным патологиям, например, оволоснение по мужскому типу, может быть акне, ну, когда с лицом проблемы. Вот это такие основные параметры при повышении.